В рамках вот такой по-настоящему полезной акции учащиеся этой школы собрали более 3 тонн макулатуры. В этих пакетах ненужные газетные вырезки, черновики, тетрадки. В общем, все, что могло оказаться в мусорном ведре, а по итогу поможет спасти окружающий мир. Помочь природе несложно. Главное – охранять мир вокруг себя, не разбрасывать мусор, бумаги, а лучше сдать все в качестве макулатуры. Как сделали это активные ребята. Собирали всей семьей, спрашивали у соседей, не завалялась ли там ненужная бумажка. Седа и конфету сразу бросали в мешок. И даже черновики после контрольных тоже оказались здесь. В общем, потрудились на славу. Ясмина Манкиева признается, собирала все добросовестно, принесла только вторичный материал. Старались вместе с подругой собрать как можно больше, дабы принести победу своей школе. А насчет акции, то, конечно, это, безусловно, просто очень полезная вещь, ведь вырубка лесов на сегодняшний день очень Большая проблема. Да, и справиться с ней можем только если объединимся. А объединились все. В акции приняли участие школьники с 1 по 11 классы. Кстати, это первый опыт для общеобразовательного учреждения под номером 3 в сельском поселении Далаково, с которым они блестяще справились. Мероприятие стало уже традиционным, и с каждым разом школьники нашего региона все активнее. Наша школа участвует в 4-м блоке, и на базе нашей школы завершается 4-й блок, а также мы являемся победителями 4-го блока. Учащиеся нашей школы приняли активное участие по сбору макулатуры и собрали более 3 тонн макулатуры. Мы собрали тетради, книги, газеты, журналы и листы. Конкурс «Спаси Грута» проводится с важной целью повысить экологическую грамотность детей, привить чувство любви к окружающему миру и бережному отношению к природе. В прошлом году в акции приняли участие более 2000 учащихся Ингушетии. Собрали 30 тонн вторичных материалов. В этом году ребята также активны. На этот раз в полезном мероприятии приняли участие почти 700 детей из разных общеобразовательных учреждений. Ребят ждут интересные подарки для школы и не только. Акция «Спаси Грута» для Республики Ингушетия стала такой знаковой и очень популярной. Мы понимаем, что многие школы участвуют в этой акции ежегодно. Эта работа изначально велась нашими экологическими активистами. Сегодня тот, кто это организовал, те люди, которые это организовали уже в руководстве Министерства молодежи, это говорит о том, насколько глава Республики Ингушетия уделяет внимание именно экологическому просвещению, мероприятию по вовлечению молодежи в деятельность, скажем так, органов власти, в помощь органам власти. Это очень хорошо. Что касается самой акции, огромное количество макулатуры собирается ежегодно. Подрастающее поколение, которое будет участвовать активно в таких акциях, в конечном итоге дойдет до того, что в нашей республике все будут готовы организовать непосредственно раздельный сбор отходов на всей территории нашей республики. Предстоит еще 5-й и 6-й блоки. Всего в акции приняли участие, будут принимать еще участие, получается, 72 школы. В рамках каждого блока по 12 школ. В общем, мы собрали уже более 43 тонн макулатуры по итогам 4 блоков. И мы вот завершаем 4-й блок в 3-й Далаковской школе, который является победителем этого 4-го блока. Соответственно, призы за победу в блоках по проекту «Спаси Грута» у нас является следующее. Это проектор стоимостью 30 тысяч, который спонсирует именно Министерство природы, и выезд школ, выезд учащихся школ, то есть мы даем определенную квоту для учеников, участников школ, которые более активно проявили себя. Как говорят ребята, самое главное, что каждый из них теперь точно знает, как важно беречь нашу природу, планету, города и родную республику. А в таких акциях всегда будет много желающих принять участие. Рина Цычоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.